В эфире новости, в студии София Шукурова. Сегодня в программе. Поварское дело, парикмахерское искусство, изготовление прототипов, туризм и технология моды. В Крыму стартовали отборочные соревнования национального чемпионата «Молодые профессионалы». Мольер после коронавирусных ограничений. На сцене Крымско-Татарского государственного театра долгожданная премьера «Тартюф». Евпатория завоевала титул чемпионата, а Кызылташ и Севастополь забили 7 голов на двоих. Футбольный сезон в Крыму близится к завершению. Материальную помощь в 1 миллион рублей получат семьи погибших в автокатастрофе под Белогорском. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своих страницах в соцсетях. Людям, которые получили травмы тяжелой и средней степени, выплатят по 500 000, а тем, кто получил легкие травмы, по 200 000 рублей. Напомним, авария произошла утром 31 июля на трассе Керчь-Симферополь в районе Белогорска. При столкновении микроавтобуса и грузовика погибли 9 человек. 6 пострадавших находятся в крымских больницах. 2 из них в крайне тяжелом состоянии. На 40% готов детский сад в одном из строящихся микрорайонов Симферополя. Сегодня ход работ проверил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, когда планирует сдать объект в эксплуатацию в нашем сюжете. Это детский сад на 200 мест. Совсем скоро примет своих первых воспитанников. Он возводится по нацпроекту «Демография» в микрорайоне Крымская Роза в Симферополе. Детское дошкольное учреждение будет оснащено всем необходимым современным оборудованием для детей ясельных и старших групп. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов проверил готовность детского сада. Напомним, месяц назад он уже посетил объект и отметил серьезное отставание работ от графика. С тех пор ничего не изменилось. По словам начальника участка Андрея Василенко, каркас здания выполнен. Только сейчас будет производиться монтаж окон на фасаде, прокладка коммуникаций. До сих пор не завершены кровельные работы и монтаж внутренних сетей. Были некоторые сложности с проектом. Сейчас они практически устраняются. Сейчас есть понимание по многим процессам. Будем нагонять. По графику сдачи объекта идет отставание на 1,5 месяца. Например, сейчас на участке должно было работать более 70 рабочих, но их количество не превышает 40. Для того, чтобы в ноябре завершить строительно-монтажные работы в соответствии с графиком, здесь должно трудиться через неделю не менее 100 человек. В очередной раз подрядчик пообещал это сделать, ссылается на какие-то проблемы с проектировщиком, которого сам же и нанял, и сам же готовил проектную документацию. Как объяснил Михаил Храмов, со стороны заказчика все проблемы решены. Финансированием объект обеспечен на 100%. Министр строительства и архитектуры Крыма обещал через неделю посетить объект еще раз. Если подрядчик не исправит положение, то вопрос о расторжении контракта в одностороннем порядке будет обсуждаться уже на уровне главы республики. Сабина Дениева, Алим Сейдалиев, телеканал Милет. Единственное на полуострове. В Симферополе приступили к строительству спортплощадки для людей с ограниченными возможностями. Эксклюзивный комплекс расположен в сквере 50 лет СССР на улице Залесская. Каким оборудованием он будет оснащен и какие работы ведутся сейчас, узнавала Диана Бекмамбетова. Виталий Захарченко живет на улице Гавена в Симферополе с самого рождения. 9 лет назад он неудачно нырнул с 3-метрового пирса. Получил травму позвоночника и теперь не может ходить. Но привычку вести активный образ жизни у него не отнять. У нас есть клуб теннисный, мы занимаемся теннисом, участвуем во многих спартакиадах, ездим на международные турниры. Мы стремимся тоже оздоровиться и поставить точку какую-то в нашем инвалидном деле. Виталий Захарченко ждет открытия первой в Крыму спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями. Говорит, физическая активность очень важна. И не только для укрепления здоровья, но и для социальной адаптации. Тут будет, я так думаю, все дети, все инвалиды с района, то есть, которые здесь живут в радиусе километра, то есть километр туда, то есть люди будут приходить и будут знать, что это площадка. Мы ее разрекламируем, позовем сюда людей, инвалидов, покажем, как заниматься. Спортивно-игровой комплекс в первую очередь предназначен для инвалидов и пенсионеров. Но и те, кто хочет поддерживать физическую форму, смогут посещать ее и использовать специальное оборудование и уличные тренажеры. Сейчас на объекте ведутся земляные работы. Именно с этого строители начали возведение будущей площадки. Территорию площадью 300 квадратных метров покроют специальной безопасной резиной.
Площадку возводят по программе создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Цена проекта почти 3 миллиона рублей. На данной спортивной площадке расположено 3 блока. В первом блоке будет тренажеры для маломобильных групп населения с ограниченными физическими возможностями, в том числе колясочники. Во второй группе совместного пользования, а в третьей для общих групп разных возрастов. Инклюзивную площадку планируют открыть до конца августа. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Матросский бульвар в Севастополе открылся после реконструкции. Ремонт проводился за счет благотворительного фонда «35-я береговая батарея». Бульвар стал современным, удобным и комфортным, сохранив частицы своей истории. О торжественном открытии расскажет Гузель Мамбетова. Матросский бульвар Севастополя вновь принимает гостей после двухлетней реконструкции. В честь открытия организаторы подготовили театральные представления, выставки, концерт и кинопоказ. Событие собрало несколько тысяч горожан. В ходе реконструкции появилась идея, когда особенно уже была финальная стадия, сделать новый праздник городской, День Матросского бульвара, приуроченный к подвигу брига «Меркурий». Ежегодно дарить севастопольцам вот такую радость, такой праздник. На один вечер на бульвар прибыла копия русской пушки времен Первой обороны Севастополя. Холостой выстрел из исторического орудия ознаменовал торжественное открытие Матросского бульвара. Первый бульвар Севастополя, построенный в 30-е годы 19 века, стал сердцем героического города. Ведь именно здесь был установлен памятник, увековечивший подвиг брига «Меркурий» и его отважного командира Александра Ивановича Казарского. Жители и туристы Севастополя уже оценили обновленный бульвар. Он предстал перед севастопольцами белокаменным и величественным. Бульвар очень классно сделали, душа радуется, очень приятно видеть новые красивые места в городе. Приятно, что это новое место притяжения, очень атмосферно, здорово, и сюда хочется возвращаться. Осенью на Матросском бульваре обустроят удобный и доступный подход для людей с ограниченными возможностями. Гузель Мамбетова, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет». 9 человек в Крыму выписаны из больниц после выздоровления от коронавируса за истекшие сутки. COVID-19 подтвержден у 36 человек. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили 1305 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 932 пациента. Глава республики призвал всех крымчан соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию в 2 метра в общественных местах. В Крыму стартовали отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». В связи с пандемией коронавируса формат проведения конкурса изменился. В каких условиях он проходит и в каких компетенциях участвуют крымчане, знает Руслан Минаев. В этом году условия проведения всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» изменились. Теперь он проходит дистанционно. У входа на рабочую площадку участникам замеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. А через камеры видеонаблюдения главная экспертная комиссия следит за ходом выполнения заданий. Для участников компетенции изготовления прототипов день начинается с проверки тулбокса, ящика с инструментами, отвертки, зубила, плоскогубцы. Все должно быть на месте. Из электроинструментов шуруповерт, бормашина, лобзик. Все. Он также стоит сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ. Важнейший инструмент – 3D-принтер. Для выполнения задания команда может использовать 2 таких устройства. С их помощью изготавливают образцы. Изготовление прототипов – это интересное направление, потому что оно хорошо развивается, может использоваться во многих направлениях. Если ты не можешь найти что-либо, ты можешь это просто создать. Действия команд строго регламентированы. Время на выполнение заданий – 2 дня по 7 часов. Каждый час расписан поминутно. Дети получают чертежи. По этим чертежам они должны сделать модель. Потом у нас будет постобработка, ее пошкурить, покрасить. И потом эта модель отправится в Хабаровск, чтобы эксперты смогли оценить. Отборочный турнир в Крыму длится 2 недели и охватывает 5 компетенций: поварское дело, парикмахерское искусство, изготовление прототипов, туризм и технологии моды. Участники будут соревноваться в 2 возрастных категориях. Основная от 16 до 22 лет и юниоры от 14 до 16 лет. Участники компетенции поварское дело должны приготовить 3 блюда, а также одно секретное. О нем начинающие повара узнают непосредственно перед заданием. Как оказалось, это приготовление такого блюда достаточно интересного. Яйцо пашот в
жареное во фритюре. Эксперты оценивают не только вкус блюда, но и процесс его приготовления, последовательность действий, профессионализм и подачу блюда. Победитель чемпионата определится на следующей неделе и будет представлять страну на международных соревнованиях. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет. Первая после снятия противовирусных запретов премьера на сцене Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Со сцены дает Жана Батиста Мольера «Тартюф». Теперь культурная жизнь доступна не только в формате онлайн. Подробности в сюжете Сабины Денеевой. Закулисье. Тайная жизнь театра. Перед выходом на сцену у каждого актера свой особенный ритуал на удачу. Повторяют реплики, волнуются перед встречей со зрителем. На протяжении 3 месяцев мы сидели дома, соскучились по нашим зрителям и, конечно же, по театру. Сегодня в нашем театре праздник. Каждая премьера – огромное событие. Так считает актер Рифат Сейтаблаев. В спектакле он играет одну из главных ролей. Делится с нами сюжетом пьесы. Известное произведение во всем мире очень сложное. Если в репертуаре национального или любого другого театра есть такое, то это говорит о его высоком уровне. Посмотреть знаменитую пьесу Жана Батиста Мольера «Тартюф» собрались не только любители классики. Я пришла после изоляции увидеть что-то новое, как ансамбль подготовился, как коллектив подготовился к новым совершенствам. Как это так не скучать по родной музыке, по мелодиям, по спектаклям, чтобы получить что-то новое, интересное. В Крымско-Татарском музыкальном театре режим самоизоляции прошел в онлайн-формате. По словам директора Мечды Мельгазиевой, это был активный период. Театр работал на зрителя. В онлайн-репертуаре юмористические, вокальные и танцевальные номера. Мы активно очень работаем. Дело в том, что это будет и концертная программа, это будет очень хороший спектакль, посвященный Алиме Абденановой. Труппа надеется, спектакль «Тартюф» станет новой визитной карточкой театра. Сабина Денеева, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Мусульманский мир продолжает отмечать один из самых важных праздников – Курбан-Байрам. Национальная музыка, танцы, песни, традиционные угощения. В микрорайонах Белая 5 и Дубки местные жители организовали большой праздник. Там побывала наш корреспондент Ленуза Бурсиитова. Праздничный концерт начинается с выступления местных танцевальных ансамблей. Курбан-Байрам собрал всех жителей микрорайона от мала до велика. Каждый спешит поздравить родных и соседей. На сегодняшний день это большой праздник. Он начался с Арифе-Куна. Надо почаще проводить эти праздники, чтобы людям напоминать о наших праздниках. Мероприятия организовывали всем микрорайонам. Все ради детей и их улыбок. Угодить самым маленьким проще простого. Немалая ответственность легла на плечи Сервера Ибрагимова. Он готовит праздничный плов, делится главным секретом. Самое главное в плове – это настроение, желание и праздник для нас всех. И тогда он получается самый вкусный. Окунуться в национальный колорит посчастливилось Игорю Якунину. Он приехал в Крым из Ярославля. Видел праздники, но вот так, чтобы организовывали жители, такое я еще вижу первый раз. Вообще был приятно удивлен единению людей здесь на празднике. Праздник, который собрал всех жителей поселка и гостей. Вот так громко и весело в микрорайоне Белая 5 отметили Курбан-Байрам. Яркие танцы, песни и теплые поздравления не оставили равнодушными никого. Эстафета веселья передается из Белого в Дубки, где нас уже ждут угощения, а главное – праздничное настроение. Празднование Курбан-Байрама организовали во дворе Джемат-Эве, общественного дома. Его построили сами жители поселка. Для самых маленьких гостей здесь подготовили концерт и сладкие подарки. Накрыли праздничный стол. Пришли мамы с детками. Мы устроили такой праздник ради наших детей, ради народа, ради будущего. Столы ломятся от сладких угощений, а танцпол облюбовала детвора. Счастливы все! Диляра Ибраимова уверена, любовь и уважение к традициям нужно прививать с детства.
Мы должны быть примером для детей, чтобы они любили свою родину, чтобы их вера была непоколебимой, чтобы они ориентировались на нас. Территория Джемат-ЭВ на пару часов превратилась в детский уголок, яркие аниматоры, веселые конкурсы и много-много мороженого. Празднование завершили веселый Хайтармой. Ленуза Бурситова, Алим Сейдалиев, Арсен Фукала, телеканал Миллет. В Симферополе открылась книжная ярмарка выходного дня. Теперь она находится на новом месте, где знает наш корреспондент Сабина Дениева. В Симферополе в районе Московского кольца открылась книжная ярмарка. Здесь обмениваются мнением с другими читателями, покупают школьную и художественную литературу, узнают главные книжные новости. Теперь книжная ярмарка располагается на новом месте, на улице Киевской, 114, вблизи привоза. Территория благоустроена и соответствует санитарным нормам. Оборудованы торговые места, подведены все необходимые коммуникации. Наталья Хазанова продает книги уже 30 лет. Сейчас раскладывает учебные пособия. На прилавке книги, рекомендуемые школьной программой и классическая художественная литература. Различными словарями и пособиями она увлекается с детства. Рассказывает, новая территория ярмарки ей нравится. Посмотрите, какая красота получилась. И вот, хотя и говорят, что книжные книги угасают, нет, все равно детская литература нужна. Кроме книг на ярмарке можно купить журналы и газеты. А, например, Наталья Батенко продает канцелярские принадлежности. У нас очень большой ассортимент книг. Познавательная литература, обучающая литература для детей разного возраста. Также представлен у нас небольшой ассортимент сопутствующих товаров. Десятки людей с ярмарки уходят довольные. Рассказывают, без покупки домой не возвращаются. Я приобрела «Человек в высоком замке» Филиппа Дика и сборник рассказов о мире Лавкрафта. Очень довольна. Хорошие цены. Супер. Я очень рада. И красиво, и место, я за людей рада. Глава администрации Симферополя Елена Проценко рассказала, что ярмарку перенесли для удобства предпринимателей и покупателей. Поэтому была проведена работа по благоустройству этой территории, и нас поддержали торгующие книгопечатной продукцией, и с удовольствием сюда переехали. Чуть менее полусотни предпринимателей представили разнообразные товары на ярмарке. Она работает по выходным дням с 8 утра до 6 вечера. Площадь возле Дома культуры профсоюзов, где ярмарка располагалась ранее, будет приведена в порядок и станет еще одним местом отдыха горожан. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Футбольный клуб «Евпатория» за 5 туров до финиша сезона завоевал титул чемпиона премьер-лиги Крымского футбольного союза. Команда из курортного города набрала 60 очков и стала недосягаемой для ближайшего конкурента Крым-Теплицы. А в Севастополе накануне состоялся матч 23-го тура. Местные футболисты принимали бахчисарайский «Кызылташ». Игра закончилась победой севастопольцев с хоккейным счетом 4-3. На матче побывала и наша съемочная группа. Начало игры осталось за хозяевами. Их действия привели к 2 голам. На свой счет их записали Дмитрий Матвиенко и Алексей Ткач. Севастопольцы могли забить еще, но Кызылташ выстоял. Понравилась игра, атмосфера стадиона. Было и напряжение, и они владели инициативой, и мы владели инициативой. На 43-й минуте после подачи с фланга мяч попал в грудь севастопольца Леонида Загребельного и отлетел в ворота Сергея Науменко. 2-1. И тут же Кызылташ забил гол в раздевалку. Даниил Наговицын, показав отличную технику, в штрафной разобрался с 2 защитниками Севастополя и сравнял счет. Во второй половине игры команда Кызылташа уверенно вышла вперед, пока на табло 2-3. Борьба обещает быть напряженной. Но Севастополь сумел отыграться и вновь выйти вперед. На 86-й минуте точку поставил бывший игрок Кызылташа, ныне защищающий цвета севастопольцев Никита Глушков. С линии штрафной он положил мяч в дальнюю шестерку. Тренер Севастополя Олег Лещинский отметил, что соперники были равны. Хорошая команда, играли, создали много нам трудностей, разберем эти моменты, которые пропустили. Обе команды порадовали болельщиков красивой игрой и получили огромный опыт. Играли довольно-таки неплохо, за исключением
стандартных положений, немножечко что-то недоразобрались, не доиграли до конца с футболистами, из-за этого получили 2 гола, после чего смогли перевернуть ход матча. В следующем туре Кызылташ сыграет с командой Евпатории, досрочно ставшей чемпионом. В тренерском штабе бахчисарайцев пообещали провести работу над ошибками. Гузель Мамбетова, Асан Ибрагимов, телеканал «Миллет». Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». Всего доброго.